Всем привет! Всем владельцам домостроений и еще будущим владельцам своих домостроений привет! Мы закончили окрашивание дома из клееного бруса. Немножко расскажу о технологии. Раз я инженер, соответственно, я и буду вас погружать в технологию строительства дома и покраски дома. Сегодня поговорим о покраске. Красили маслом биофой. Маслом красить сложнее достаточно, чем краской. Ну и вообще, в целом, деревянный дом готовить к покраске очень тяжело. Во-первых, необходимо подготовить поверхность, убрать все дефекты древесины, смоляные кармашки, какие-то сучки. То есть это все вырезается, зачищается и замазывается специальной шпаклевкой по дереву. Также готовятся торцы бруса. К торцам особое надо уделить внимание, потому что через торцы напитывается больше влага, чем через ламель, да, через поверхность бруса. То есть в торце открытые поры, все заходит туда лишняя влага, готовить их достаточно сложнее, чем обычная поверхность бруса. Далее мы шлифуем всю древесину. Шлифовать необходимо 2 раза. Первый слой достаточно грубой шлифовкой, 40-я, 60-я наждачная бумага. И шлифуется вся поверхность древесины. Нам необходимо выровнять и сделать максимально гладкую поверхность. Дальше вторая шлифовка происходит уже более мелкой зернистости наждачной бумагой, там 100-я или 120-я, например. В данном случае была 120-я наждачная бумага. Мы уже более идеальную поверхность создаем именно для покраски. Дальше необходимо поверхность обеспылить, чтобы у нас краска не на пыль ложилась, а именно на древесину. Обеспыливание происходит за счет воздуходувок специальных, где-то кисточкой подмахивается, да, где-то воздухом сдувается. Необходимо всю древесную пыль удалить с древесины, чтобы краска легла хорошо. Шлифовка, тем временем, когда мы шлифуем, мы открываем поры древесины, и краска проникает более глубже в дерево и служит достаточно долго. То есть производитель дает гарантию, что краска при правильном нанесении прослужит 8-10 лет. Далее уже наносится непосредственно грунтовка. Необходимо поверхность прогрунтовать, чтобы она заполнила поры, и у нас расход краски был меньше. Ну и грунтовка обеспечивает определенную защиту древесины. После грунтовки мы наносим первый слой краски. По грунтовке тоже в зависимости от производителя есть время на высыхание. Нельзя наносить после грунтования сразу краску, надо дать грунтовке впитаться, надо ей высохнуть. После того, как поверхность загрунтована, нам необходимо нанести первый слой краски. Также производитель краски по-разному пишет о высыхании, то есть какая-то краска там за 4 часа высыхает, какая-то за 8, за 12. То есть наносится первый слой. Мы рекомендуем красить стену в один слой полностью в один день. То есть с утра, например, начали красить один слой, покрасили стену. На другую стену не надо заходить, потому что если вы покрасите пол дома сегодня, пол дома завтра, у вас цвет не сойдется и будет видны вот эти вот, стыковка краски. Потом вторым, третьим слоем вы не сможете это перекрасить. Будет видно вот это заметный переход от одной краски к другой. Второй слой также необходимо наносить в один день, чтобы был однотон, чтобы все было красиво и аккуратно. То есть, поэтому бригада работает сначала на одной стене, потом мы переходим на другую, третью и так далее. Поэтому покраски желательно в идеале, чтобы ее хватало. То есть, представьте, покрасили часть дома, у вас там на 3-4 венца не хватило краски, и этот переход будет виден всегда. А перекрашивать уже никто не хочет. То есть, поэтому краску надо предусматривать заранее. И сразу отмечу, что обычно производитель, не знаю для каких целей, он пишет один расход, по факту этот расход чуть больше. Почему так получается, непонятно. Чуть больше, поэтому берите всегда запас. Третий момент. Торцы бруса, как я уже сказал, такие открытые поверхности древесины, которые надо тщательно защищать. Поэтому нужна специальная краска. Она образует пленочку резиновую такую. Называется либо резиновая краска, либо герметик специально для торцов. То есть краска нужна для торцов специально, не как дерево, она другая. Для торцов древесины. То есть она образует специальную пленочку, и влага в торец не проникает. То есть тем самым сам дом прослужит намного дольше. То есть, здесь вот видно, да, она даже другого цвета. Можно подобрать, конечно, цвет дерева, но чтобы выделялись именно торцы, ее чуть темнее или светлее, например, выбирают. Также здесь красили ограждение террасы
Здесь, кстати, краска акриловая на водной основе для террасы использована. Не такая, как на доме. На доме это масло. Обратите внимание, как хорошо подобран цвет. То есть, например, на террасе у нас использована акриловая краска на водной основе, да, а здесь на стенах использовано масло. Цвет подбирается исходя из кодов. То есть у каждого цвета есть код. И вот этот код можно сопоставить с кодом другой краски, например. И всегда колируется, например, на специальном станке. То есть даже если вы позже закажете какой-то объем краски, вам заколируют точно такой же цвет, как вы, например, колеровали неделю назад. То есть потому что сейчас специальное оборудование есть, которое в нужном составе набирает краску, получается, есть основа и есть колер, который туда добавляют в нужном составе, и у вас получается нужный цвет. У каждой краски есть свой код у каждого цвета, да, и просто надо, вы приходите с кодом в магазин, и вам колируют нужный код. Вот здесь также то же самое, подбирали просто по вот этим кодам, по этим цифрам масло и краску. Обратите внимание, есть подтеки смолы, это оставил не Денис. То есть мы все зашлифовали, все покрасили, но так как для строительства дома используются хвойные породы древесины, там есть смоляные кармашки, и на солнце начинает течь смола. То есть от этого никак не уйти, это просто надо либо убрать, стереть, да, и зашпаклевать, вот в данном случае, вот эту щель, откуда вытекает смола. То есть от этого вы не избавитесь никак, потому что никакая краска не спасет от протекания смолы. То есть всю смолу из дерева мы убрать не можем, ни из елки, ни из сосны, ничем ее не закрыть, поэтому просто с этим смириться, у вас деревянный дом, наслаждаться смолами, запахами смолы, это все классно и полезно для здоровья. Здесь использована на стойках, скорее всего, обычная древесина, не клееный брус. Клееный брус, там идет доска, она склеена друг с другом, да, и какие-то дефекты, вот эти смоляные кармашки, которые образуются, они на заводе вырезаются. Ну и мы перед покраской тоже можем это убрать. В обычном брусе такое никак не убрать, то есть весь брус на всю толщину пропитан смолой, да, и когда-то где-то он вот так может потечь. То есть ничего в этом страшного нет. Этот дом строили не мы, нас пригласили на покраску, да, но и мы считаем, что если, например, у вас дом сделан из клееного бруса, вип-материала, то и стойки на террасе, ограждения тоже можно сделать из клеенных каких-то материалов. То есть мы сейчас строим, например, в Палевицах дом, у нас такие же столбы, мы заказали столбы 200 на 200, тоже клееные. Нам вместе с домокомплектом погрузили столбы на крыльцо, мы их уже установили. Чуть позже, кстати, покажем. Обратите внимание, обвязка дома ничем не обработана и не прокрашена. То есть это основной несущий элемент. В идеале, конечно, ее чем-то обрабатывать. Антисептики есть невымываемые, краски какие-то, да, лучше защитить, потому что вот если здесь посмотрите, есть уже трещины, которые вот, видимо, сам заказчик уже проклеил, чтобы туда просто не попадала вода. На самом деле правильно пока не закрывать, если не заведены коммуникации инженерные, то есть водоснабжение, например, канализацию надо вывести, электричество по домам завести. То есть то, что цоколь открыт, это хорошо, но надо защитить обвязку каким-то антисептиком. Опять же, дом, напомню, строили не мы просто решили вам напомнить, что мы так не косячим. Мы вас предупреждаем заранее, что надо это сделать. И также обратите внимание, вы не найдете здесь ни одного отверстия от крепежного элемента для строительных лесов. То есть до крыши мы точно никак не достанем, нам нужны строительные леса, как-то надо их крепить. Все строительные леса были независимые, то есть мы не крепились к дому, они стояли отдельно. То есть это очень важно, потому что материал премиальный, у него достаточно красивая поверхность, и все хотят просто покрасить и оставить вид дерева. Еще очень важно, да, когда мы заходим на стройку, например, есть такие вот оконные элементы, например, есть вот здесь уже было покрашено, наличники покрашены были, да, и главное сделать так, чтобы наша краска никак не запачкала новую. Все окна мы закрывали пленкой изоспаном, чтобы никак не повредить. При нанесении краски там ни одна капелька не попала нам на наличники и на окна. Все стекла, все рамы, все наличники были закрыты. То же самое можно сказать и про свесы кровли. То есть они тоже уже были покрашены до нас. Соответственно, мы очень аккуратно рядышком красили. Все, что могли закрыть, мы закрывали. Обратите внимание, как нанесена краска. Все равномерно, все аккуратно, нет никаких подтеков.
нету разноцвета, все в один тон. Это мы добиваемся за счет специальной подготовки и двойной шлифовки бруса, а также грунтования поверхности. Поэтому, дорогие наши заказчики, зрители, люди, которые хотят строить дом, обращайтесь. Компания «Центр домостроения». Телефон 8 912 868 47 48. Ждем вас на консультацию. Наш адрес: Советская, 8, офис 203.